Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем всех наших зрителей программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в гостях у Инны Даниловой. Знакомьтесь, Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, возможно, кто-то узнал Инну как преподавателя, да, возможно, как стилиста, я бы сказала, да, и кто-то узнает ее как тату-мастера, между прочим, да. Но сегодня мы пришли к ней в гости не просто так. Совсем недавно во многих социальных сетях нашей республики появилось вот такое украшение, такое достаточно патриотическое, да. Здесь, значит, и наш Владимир Владимирович, и церковь, и цветы. В общем, и вот это украшение покорило многих людей. Ну и, конечно, мы стали искать мастерицу, кто это сделал, и ей оказалась Инна. Инна, расскажите немного вот про это произведение искусства, не побоюсь его назвать, да? Как пришла идея, с чего все начиналось, и вот все-таки насколько сложна была эта работа? Ну, скажем так, я начала увлекаться бисером 2 года тому назад. Бисер для меня открыла Анжелика Токарева. Я пошла к ней на мастер-класс. Мне очень понравилось. Я начала, но единственное, я поняла, что я не хочу творить, как все остальные. То есть мне надо было найти свой путь, свой почерк узнаваемый, чтобы я, мне хотелось по-другому делать. И у меня очень бывает, даже я уснуть не могу, фантазия прямо бурлит. И тут, значит, у меня пришла идея, конечно, Москва и Кремль, это связано. Природу я хотела как-то связать с ромашками. А ромашки все-таки это Россия, да? Она не совсем растет где-то в Африке, где-то вот это все-таки мы связанные. В целом, если так кропотливо поработать, то можно и за месяц, да? Плюс-минус. Ну, вы путаете в плане в том, что я все-таки не работающая пенсионерка. У меня маленьких детей, как видите, нету, и таких загруженностей и дополнительной работы нету. Поэтому, естественно, я достаточно быстро это шью. Это не думаю, что человек за месяц сошьет. Неделька. Если сесть усердно, можно и за неделю. Или еще быстрее. За неделю нет. За месяц это быстро. Это быстро. Да. Хорошо. Собственно, коли уж мы сегодня говорим о бисероплетении, мы сегодня должны провести небольшой мастер-класс, конечно. Что мы сегодня сделаем, рассказывайте, Ирина. Георгиевская ленточка. Да. Это у нас уже. И я хочу вам показать вот этим кирпичным способом. Ну, есть люди, которые хотят носить именно брошь, в виде броши. И вот бисером вы мне позвонили во вторник, и у меня было мало времени, я бы сделала еще кусочки, но вот сколько есть, столько есть, да? И вот я хочу вам показать. Вот, например, в таком виде брошь. Вот она прикрепляется, видите, как на иголочке просто одевается, так? И такого вида брошь, да? Да, звездочка. Вот такого вида. Уже побольше, да? Ага. Ну, это 9 мая, это унисекс. Может подойти и мужчинам, и женщинам. То есть вы посмотрите, это очень выглядит, во-первых, так патриотично, во-вторых, очень красиво. А в-третьих, так очень эксклюзивно, потому что, если у вас будет такая брошь, то помимо того, что вы выразите свою солидарность к такому великому празднику, так еще и проявите свой какой-то такой индивидуальный подход. Да. Вот, очень красиво. А сегодня мы будем делать вот такой бантик. Смотрите, какая прелесть. Милота. И самое интересное, вот такое можно... Вот именно даже государственным работникам, да, которым не совсем разрешаются какие-то сильно большие аксессуары, вот на ласканье, видите, как смотрится вообще. Да, просто вот так. Ну, давайте покажем мастер-класс, расскажем, как это все делается, с чего начинается, ну, а самое главное, узнаем про ту самую технику квадратиками, да? Для этого нам нужно, значит, 2 бисера. Цвет оранжевый и цвет черный. Обычно я, когда работаю на станке либо кирпичным способом, я беру
бисер десятку. Ну, он самый ходовой, кстати. Все покупают, в основном все наши рукодельницы сидят на бисере номер 10. Все-таки я советую людям покупать чешский бисер. Все, Но определились. но чешский стоит около 300 рублей. Подороже. Да, 200, от 250 до 300 стоит. Да? Когда как китайский стоит от 150 до 200 она стоит. Все, но рекомендуем все-таки лучше. Да. Это чешский. Хорошо. Итак, дальше мы. Дальше нитки. Я работаю мононитью. Не всегда бывает, найдешь двадцатку. Вот это у меня двадцатка, поэтому я сразу большую бобину взяла. И случайно практически попала, что такая большая бобина. А так можно работать и пятнашки, нитки. Но они более тоньше. Ага, и, конечно, получается, что крепость держания от этого хуже. Хорошо. То есть порваться может, да? Мы сейчас, значит, у нас клей, момент, иголки. Иголки можно использовать десятку, 11, 12. Вот они все, вот эти номера подходят к бисеру номер 10. И мы взяли вот такую маленькую закрепочку, да, для броши. Это будет, чтобы она вот так удобно крепилась. Отрезайте, сами отрезайте. Сами отрезайте. Отрезайте не сильно длинную. Хорошо. А вообще рукоделием вы, получается, 2 занимаетесь года. относительно недавно, 2 года, да? Ну, не знаю, 2 года это недавно, что ли, мне Ну, кажется? то есть вы не всю уже? жизнь занимались этим? Нет, конечно. да. То есть не родители научили, не от бабушки пришли эти знания, а вот просто самостоятельно решили и пошли. Значит, будем делать так. Видите, она здесь оранжевая. Чуть-чуть, Да. бортик. Это мы будем делать по 2. То есть 1 оранжевая, 2 черных, 2 оранжевых, 2 черных, 2 оранжевых, 2 черных и оранжевые. Так? Начинаем с оранжевой. А узелок нам надо было делать? Нет, пока Нет, не надо. вдевайте оранжевую, одну На одну бусинку. ниточку, да? Да. Так, хорошо. Оранжевую. Еще поймать бы ее. Ай. У вас это ловко получается. Так, вот примерно вот столько расстояния оставляете Вижу. в конце. Чуть-чуть, да? Ну, сантиметров 5. И просто обычный узелок делаем. И чтобы она крепко держалась, я все-таки обычно делаю 3 узелка. 3 Просто, узелка. смотрите, обычные узелки Завязываем. То есть, завязываем. Хвостик отрезаем. Он нам мешаться будет. Видите? хорошо. И вот сюда выбрасываем. Вот как раз у нас мусор и пошел. Так, есть контакт. А теперь одеваем на бисеринку ниточку. Какую? Вот эту. Пройдите есть. прямо посередине. А, еще раз вдеваем туда, да? Да. Окей. Так, теперь, значит, должны черный, да, у нас Да. одна. Одна черная, одна оранжевая, потом Да, пошла 2 черные. черных. Да. Смотрите, вот мы на бисеринку одеваем, на эту, как бы. Видите? Так, я черную сразу соединила, а надо было... И потом 2 раза дублируем, чтобы крепче держалась. Сейчас я вам... Подождите, не торопитесь, Хорошо. посмотрите, а потом точно повторите. Вот 2 раза вы делаете, чтобы она крепко сидела. Ой, крепко сидела. И в конце заканчиваете на черном. То есть конец нитки должен быть продет на черный. Так, То есть вот, смотрите. я вот просто опустила ее туда, да? Но у вас он должен Соединила. вот так смотреть. Вот бисеринка, видите, чтобы вот эта у меня нитка. правильно? А Вы теперь куда? просто одели, Да. Я просто черную надела. а теперь вот
возвращаемся к оранжевой. Мгм. По кругу, да? По кругу, да. А потом опять на черное. Мгм. То есть между собой мы их А сметаем. потом опять, да, на оранжевое. Я сказала 2 раза, чтобы это крепче было. И потом мы возвратились к черной, как я сказала. То есть между собой вот так вот еще по кругу сметаем. Да. Теперь у вас то же самое, только черная пошла. Ага, хорошо. То же самое. То же самое делайте. Я поняла теперь, как это все делать. Так, Оранжевое. ну давайте смотрим. Да. Оранжевое. Оранжевые, 2 2 черных, 2 оранжевых. оранжевый, черный, черных. вот это середина у вас. Оранжевый, теперь 2 черных и оранжевый у вас Ага. осталось. Да, 2 черные и оранжевые. Вот получился вот такой ряд. Мгм. Теперь мы идем, значит, у нас здесь треугольник должен быть, и там снизу тоже треугольник. То есть у нас получится вот такой ромбик. Мгм. То есть нам нужно сейчас идти на, на то, что Уменьшение. уменьшение, да, вот так сужаться должно. Да, сужаться должно. Итак, берем, вот у нас оранжевые, берем оранжевые. Надо, видите, между бусинок поддеть. Мгм. Увидели? Мгм. Поддели. И снизу бусинку под него прошли. Еще раз показываю. После оранжевой идет черные. 2 черных у нас должно быть. Следующее. Вот эту мы уже не трогаем. Вот, видите? Поддели. Поддели снизу. И потом снизу на бисеринку одели. Видите? И пошел второй ряд у нас. Да, но будет вначале сложновато, Да, да, но, да. а потом Итак, это... поддеваем мы Нет, вначале возьмите, оденьте черную. черную. Работа с бисером, конечно, тут и зрение должно быть хорошее, и координация, все. Итак, Теперь здесь вот она. поддели? Нет, не там. Вот у вас, да. Вот сюда? Да. Вот сюда? Ага. Внизу прошлись. поддели. Держи. Так, зафиксировали. Так. Теперь под низ Вот сюда? бисера. Да. Вот Да. так вот. Да. И теперь стягивайте. Так, ну вроде бы как будто бы понятно, вы знаете. Стягивайте. А, ну все, вот, пошел Вот, квадратик. Да. И теперь дальше у вас между оранжевых уже берете. Ага. И между оранжевых вы должны пройти. Хорошо. Вот такая кропотливая работа с бисером. Ну, как релакс. Мне очень нравится, например. Так, смотрите-ка. Я не вот под эту поддеваю. Да, же, под эту. Только да? оранжевые. Оранжевые, да, видели? оранжевые, Ага. Да. Оранжевую и бусинку снизу еще раз продеваем и выводим. Это на первый взгляд кажется очень сложным, а на самом деле это А потом просто, уже и вслепую можно, наверное, да, делать? просто терпение нужно Мгм. больше. Так, хорошо. Первый, второй ряд, вот он у меня пошел. И сразу я, глядя на вот это нагрудное украшение, представляя, сколько здесь таких было Да. бисеринок, и сколько это могло бы занять часов у меня. Хотя я вот сделала только 2. Да, но- Это по ширине очень узкой. Да. Просто невероятно. Но, в принципе, если знать вот эти, как делаются эти квадратики, да, то, собственно говоря, можно... Возможно. Да, это оказывается. возможно, да. То есть несложно. Надо просто лишь выучить. Технику. Да. Итак, вот с чего мы начинали. Да, у нас был один ряд, потом другой ряд, да, потом третий ряд. Вот ряд. А, вот этот ряд был. Вот так же мы на И мы на уменьшение. Вот он, первый ряд был, да, который мы делали, потом второй на уменьшение, еще на уменьшение, и получился треугольник. Но у нас с этой стороны должен быть еще треугольник, да? То есть Да. вот этот треугольник мы сделали, а с этой стороны тоже треугольник, Да. который мы потом завернем, и получится Бантик. бантик. То есть сейчас мы делаем вот сюда треугольник, дабы получился ромбик, да, такой? Ну, давай, начинай. Ага, начинай. Так, Поворачиваешь. Теперь у тебя надо черный. черный, да, молодец, потому что он по диагонали. Да, потому идет, что ага. он на убавление. На Два убавление. черных. Итак,
собираем Да, сюда. молодец. И здесь проделала Снизу. Ага, Это снизу, снизу, ага. снизу. И просмотрим. затягивай. Хорошенько. Вот так вот. И теперь оранжевый, да? Нет, Еще теперь черный? опять черный. Два Еще черных, черный. два оранжевых. Так идет. В общем, смотрите, дело это такое кропотливое, сразу говорю, но когда понимаешь технику, в принципе, дальше уже все как по маслу, да, и, соответственно, если есть какая-то ошибочка, ты ее сразу не то что увидишь, ты ее сразу почувствуешь, да, потому что следующий ряд пойдет не так. И то есть вот таким же ходом мы продолжаем делать далее, да. Хотелось бы отметить, что Инна у нас вообще человек, который может рассказать о своей жизни многое. Вот вы думаете, сидит она такая скромненькая здесь, да, на пенсии, как она говорит, вышивает бисером и, значит, так коротает свои дни и вечера. Ничего подобного. Инна у нас хозяйка тату-салона в прошлом, которая делала татуировки, да. Затем Инна у нас еще, к тому же, на минуточку, у нас байкер, у которой есть байк. Правильно? Правильно. Инна у нас в прошлом преподаватель, да, у вас был президентский хор мальчиков, да? Да, я художественным руководителем президентского хора мальчиков была. Да, то есть совершенно другая была стезя, да. Затем Инна у нас была парикмахером, и ее работы очень так На неделе оценились, да. моды. На неделе моды были. Золотой лотос первые места занимала. Вот так вот. То есть за что бы ни бралась Инна, причем это всегда были совершенно разные сферы деятельности, да? Все-то у нее спорилось. Вы представляете, как можно от художественного руководителя, да? Нет, я профессиональный музыкант. Музыкант. Я закончила средняя специальная музыкальная школа при Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории имени Римского-Корсакова для особо одаренных детей Так, в Ленинграде. но здесь хочется сказать, повторите еще раз, но лучше не надо. Слава богу, мне не пришлось вас представлять с этими регалиями, потому что, наверное, у меня бы ушло на это несколько дней, в том плане, что даже выговорить это все было бы очень В основном выпускники, нас было несколько человек в Якутии, все в высшей школе музыки работают преподавателями, и в театре оперы и балета в оркестре сидят. То есть вы в свое время там отучились, потом отдали долг родине, так сказать, воспитали известных музыкантов, да? Да, среди них у меня очень самый известный ученик, наверное, это Чернецов Гриша, который сейчас является солистом Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Я его нашла с 5 лет. Он Да у вы меня что? был, да, до 15 лет он у меня учился, да. Это практически, да, действительно, я его вырастила. Действительно, я вырастила это. бесспорно. Общаетесь с ним сейчас? Конечно. Конечно, Да, общаетесь. да, да. Здорово. Так, потом, значит, резко решили изменить жизнь. 35 лет я... дело в том, что получается то, что у других есть выбор, кем они хотят стать или кем. У меня такого выбора не было. У меня с 8 лет как отдали в музыкальную школу, то есть я получилась там за меня уже решили, кем я буду, кем я стану. Да? Но я сама по себе очень хорошо рисую. Ну, я так лично считаю, может быть, это бахвальство, но я так считаю, что я очень неплохо рисую, и меня все время тянуло художником. И так как и я решила, в конце концов, за меня никто мою жизнь не проживет, а я хочу жить так, как я хочу. В 35 лет я бросила музыку, поехала в Питер, обучилась на татуировщика, потому что это все-таки тоже художество. Нет, а с чего вдруг пошли учиться на тату-мастера? Допустим, можно же было пойти на преподавателя учиться, преподавать в школах, там, детям мастер-классы, картины рисовать, пейзажи, а вы резко ушли в такую интересную культуру, которая не всем, кстати говоря, возможно, и понятна-то до сих пор. Я хотела татуировку. Вы себе хотели татуировку. Решили разобраться для начала, да, как все это делается? Сейчас я же говорю, клиенты удивляются, хотят увидеть меня все в татухах. А у меня ни одной татуировки. Я люблю марать других. То есть этот сапожник без сапог, да? Нужен еще один ряд этот или нет? Нет.
теперь уже переворачиваешь. Теперь у тебя идет оранжевый, от оранжевого начинаешь. Ага. Ага. То есть вы, сапожник без сапог, решили, так сказать, на других, Да. значит, и рисовали татушки. Да. Вот так вот. А потом я, когда открыла салон Skin Color, вы понимаете, что тогда я только начинала, и, естественно, на одних татуировках не заработаешь. Поэтому мне пришлось открыть полноценный салон. Там было и парикмахерская, там было и татуировки, косметология, ногти, все обслуживающие, короче, вот это такие моменты, да, для салона. И вот потом пришлось, и, естественно, я еще раз повторяюсь, когда ты начинаешь только татуировками заниматься, на татуировках, тем более они расходники очень дорогие, почему татуировки так дорого стоят, на них сильно не заработаешь, пока еще имя не сделал. Поэтому мне пришлось стать и парикмахером. И все с этого и началось. И парикмахер. Кстати говоря, вот Инна во время паузы рассказала о том, что, в принципе, и ее домашние люди, да, не сразу, да, что-то тут нету, посмотрите-ка, поддержали эту тему, да, и первым, кто попался на удочку мамы, это был сын. Сыну она делала и дреды, и волосы ему красила, да? Да, он у меня блондином был. И блондином. Якут блондин. Вот, то есть, представляете, какой вот человек по-хорошему, по-доброму сумасшедший, да? То есть и дреды сыну делала, и все. И я вот сегодня спрашиваю, а сын-то в итоге взял вашу кровь больше, да? Вот такой же немножечко такой по-доброму, по-хорошему, такой своеобразный, да? Она сказала, нет, совершенно приземленный, совершенно такой... В папу пошел, да? Да, самое интересное, я хочу сказать, что такая насмешка судьбы. Я вроде бы такая миниатюрная, да, 1,47 м. У меня сын 1,93 м. Вот так вот. Это раз. Богатырь. И самое удивительное то, что все тоже ожидают увидеть, так как мама татуировщица. Сын должен быть весь такой. Да. У него ни одной татуировки нет. Да подождите, они уж подумали, наверное, слава богу, мама остепенилась, открыли ей салон, пусть сидит. А не тут-то было, тут она пошла. Практически прямо попала в точку, Да? потому что действительно у меня не было возможности открыть салон. Это все на деньги мужа. То есть он брал кредит, он брал это, да, он открыл. Просто лишь бы занималась и уже, так сказать, спокойно занималась своим делом. Давай-ка я... Давайте, ага. А не тут-то было. Здесь она захотела байк погонять. И байк купила. Нет, это купил муж. Ага. Угу. Это я бесплатное приложение как бы. В смысле, муж купил, по идее, байк еще года 2 тому назад. И это, кстати, Анжелика Токарева видела. И она... фотосессия у нее была, Да-да-да, вы, наверное, на байке. видели. Да? Это вот как раз на нашем мотоцикле. И потом я смотрю, она так хорошо катается, я говорю, про себя подумала, а чем я хуже, у меня тоже так же 2 ноги. И, короче, освоила она и байк. Да. Но подождите, домашний питомец появился в семье. Что вы думаете, этот домашний питомец смог скрыться от гениальных идей нашей Инны? Не тут-то было. Сейчас эта домашняя любимица выступает в качестве фотомодели, на которую шьют одежду. Поверьте мне, одежда там даже, наверное, многие люди позавидуют. У нее полноценные костюмы на выход, и в национальном стиле, и шубка-то у нее есть, и ее замечают на улицах нашей столицы и фотографируются с ней, потому что говорят, что ничего себе, даже собаки в Якутии ходят в шубах норковых. Да. В норковой шубе ходит собака. Вот так вот. Вот представляете, просто вот с Инной, если повстречаться, все, от нее не спрячешься, не скроешься. А идея, она и говорит, что ночами просыпается, и у нее приходит идея, она уснуть не может. Вот видите, талантливый человек, талантлив во всем. Итак, первая деталь – это ромбик. То есть ромбик у нас сделан для того, чтобы был бантик, половинка, да? Затем у нас есть вот такой поменьше ромбик. Поменьше ромбик у нас нужен для хвостиков, да? Да. Для хвостиков. И есть вот такая прямая, это у нас для того, чтобы бантик завязать. Да. По факту. И
Закрепка. И не закрепка. забывали. Итак, теперь нам нужно сделать бантик, да? Вот у нас, собственно говоря, ну логично, вот он, половина бантика есть, но у нас должен быть хвостик. Вот так вот. Да, Мгм. который мы закрепляем вот таким способом. Просто обычным стежком надо закрепить. Вот это. И вот ты закрепила до этого, Мгм. и получилось вот так. Вот так получилось. Ага. И когда мы закрепим, значит, вот этот бантик, вторую сторону, она Мгм. будет смотреться вот так. Да, и между ними потом... Между ними будет вот такая ленточка. Мгм. И эту закрепочку мы просто обычным моментом приклеиваем. Она хорошо держит. Момент вообще хорошо держит этот клей. И после вот такой ленточкой проходим поверх закрепки. И она очень, получается, смотрите, очень аккуратно смотрится, как фабричная. Даже никто и не подумает, что это сшито вручную. Руки, крюки. Все мелкое, поэтому такое частенько случается. Детали мелкие. Вот и все. И здесь надо, конечно, продержать. Мгм. И думаю, что достаточно уже люди поймут. Да. Вот здесь вот это. И вот здесь финальная часть, ну пока у нас клей приделается, мы затем добавим вот эту ленточку, которую мы спокойненько также посадим на клей, да? Или пришьем лучше? Нет, пришить. Пришьем. И в итоге у нас получится вот такая замечательная брошь в виде нашей георгиевской ленты. Ну что, спасибо большое, Инна. Мы желаем вам, знаете что, можно пожелать такому талантливому человеку, как вы. Наверное, побольше гениальных идей, творческого какого-то вдохновения, полета фантазий. И мне кажется, вы сегодня, вот благодаря нашей передаче, станете, возможно, ярким примером того, что не надо унывать ни в каком возрасте. Да, ищите себя в любом виде искусства, в любом виде творчества. Ищите себя. Вот пример наглядный, Инна. Захотела начать шить, шитьем занялась. Захотела делать из бисера украшения, делает из бисера. В дальнейшем что хотим еще? Захотела похудеть, похудела, пошла в фитнес. Еще вот так вот. Еще и спортом она Движение занимается. А в грядущий, вот, наверное, этот год чему-то хотите? Что-то новое узнать, изучить? Ну, там видно будет. Я хочу на экспо съездить в Москву или в Питер, там посмотрю, там вдохновения будет. Вот видите, этого человека не остановить и не унять. Ну а на этом мы завершаем наш выпуск. Мы увидимся скоро. До новых встреч.